Зирашимас телехопшца. Аусура яцнацой тапсо телехопшра. Пресс-центр. Хоштуя минут каждый шияшу эфира шхагу папсо телехопшра каналы же. Зила шабит коллега цой табу пам тапшана. Еха шахим яхыцас харах. Еха шарашизаракуй сарасизаракуй артак гайцойт. Хапсна курорткуй туризме министр Автандил Гартске. Дорогие коллеги, рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня на наши с вами вопросы будет отвечать министр по курортам и туризму Автандил Гартске. Мы поговорим о начале курортного сезона, насколько мы готовы к нему, какие у нас сложности и так далее. Автандил Зефикович, давайте начнем с самого важного вопроса. Готовы ли мы к курортному сезону? Ну, это вот имеет несколько стадий. Как вы знаете, мы провели совещание. Многие из вас, наверное, присутствовали на этом совещании, которое провел президент буквально в начале апреля месяца. Как раз звучала тема подготовка к курортному сезону, а именно план мероприятий по подготовке к летним курортным сезонам, где были определены направления, мероприятия и ответственные за эти мероприятия, кто их будет контролировать. Проблем, наверное, в отрасли очень много, возможно, более чем в других отраслях экономики. Почему? Потому что все эти отрасли взаимосвязаны между собой, особенно туристическая отрасль. Но я хочу сказать о том, что в последнее время, последние несколько лет, буквально 2-3 года, наметилась одна положительная тенденция, что о туризме стали говорить почти все, и от мала до велика, на всех уровнях. Ну, если не каждый день, то через день. Потому что люди стали понимать, что действительно, если не будет туризма в нашей стране, то все, что происходит в стране, все, что производится в стране, начиная от агропромышленного комплекса, транспорт, связь, торговля, общественное питание, что никто не сможет продать свой товар, свой продукт. То есть наша страна, граждане нашей страны не смогут заработать деньги для того, чтобы прокормить свою страну. Поэтому все больше и больше стали говорить о туризме, и последнее время и государственные чиновники стали делать акценты на этом и говорят о том, что если будут проблемы в туризме, то они будут и во всех отраслях экономики. Ну вот, я думаю, что проблемы озвучены. Надо делать акцент на туризм, который является локомотивом. Локомотивом, потому что он тянет за собой все остальные отрасли. Конечно, есть и другие важные отрасли, как сельское хозяйство и энергетика важная отрасль, потому что не будет энергетики, вообще все остановится. Для чего нам нужен туризм? Очень много ответов на этот вопрос я получаю. Но самое главное, для чего он нужен нам, на первом месте это рабочие места. То есть туризм должен стать главным работодателем. То есть туризм существует для того, чтобы люди имели рабочие места, работали, зарабатывали, и государство снимает тем самым с себя бремя. То есть наши граждане, наши семьи, наши ячейка общества, как говорят, которые перестают быть на шее у государства. Я всегда привожу пример, когда, вы помните, во время правления Маргарет Тэтчер, железная леди, когда она ездила за 700 километров только потому, чтобы, это, конечно, была пиар-акция, но только потому, чтобы показать, какое отношение англичане имеют тем, кто, как они относятся к своим гражданам, которые открыли придорожное кафе или придорожная парикмахерская, приехать, пожать им руку, посидеть с ними, пообщаться, выпить кофе. Именно в этом направлении нам всеми надо работать. Почему? Потому что мы живем в абсолютно других условиях уже.
к этим условиям надо, наверное, приспосабливаться, учиться. Это рыночная система хозяйствования, где все взаимосвязано и чему надо учиться нам всем, для того, чтобы люди стали зарабатывать деньги, и это было не стыдно. Много раз я слышу о том, что значит, рыночная система хозяйствования нам, абхазцам, не подходит, но тогда что нам подходит, знаете? И о демократии говорят, что это не самая лучшая форма, но никто лучше не придумал. Точно так же говорят и за рыночную систему, что ничего хуже нет, но и ничего лучше человечество не придумало. Мы должны вот в этом плане работать. Автандил Зельфикович, если вы позволите, слово хочу предоставить моим коллегам. Да, конечно. А какие прогнозы на курортный сезон 2018 года? Чего ожидать жителям Абхазии? Да, спасибо за вопрос. На него так просто тоже не ответишь. Я тоже его хочу ввязать с новой формой хозяйствования. Почему я ее ввязываю? Делать прогнозы в условиях рынка невозможно. И тем более, что когда это связано с туризмом. Почему? Потому что на туризм влияет очень много факторов. И вы, наверное, знаете таких, что туризм не любит, когда много шума, когда много конфликтов, когда какая-то нестабильная политическая ситуация, когда на туризм влияет состояние кошелька тех, кто к нам приезжает. На туризм очень влияет погодные условия, потому что сегодня буквально за секунду можно узнать, какая погода. А турист к нам приезжает в основном ради теплого моря, чтобы отдохнуть на пляже и побывать на экскурсиях. Поэтому я считаю, ответ тут должен быть такой: что бы ни было, к курортному сезону надо готовиться всегда. Потому что ты не готов. За то, что кто-то сказал, что курортный сезон будет меньше, чем в прошлом году, или же позапрошлом году, это не означает, что мы должны останавливаться. Мы должны понимать, что это приоритетная отрасль, ее надо нарабатывать из года в год. И есть же туристические фирмы, с которыми вы взаимодействуете и работаете. Есть ли какие-то конкретные цифры, данные, может быть, уже? Я вам скажу так, это тоже, то, что говорят забронировано, это условно все. На самом деле это все очень условно. Я вам скажу так, если вы хотите услышать ответ на этот вопрос, что уровень прошлого года. Да, уровень прошлого года. И чтобы вы знали, наши показатели, наши сегодняшние показатели, это уровень прошлого года. Это значит, что до 800 тысяч туристов побывало в нашей стране. Почему я об этом говорю? Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что два предыдущих года, вы знаете, 2015 и 2016 год, это годы, когда была закрыта Турция по политическим мотивам, вы знаете об этом. И, соответственно, был бум. Да, и я с чем хочу здесь этот момент увязать. Все делают анализ, что было в Абхазии. Естественно, туроператоры не успели за короткий период времени перераспределить свою клиентуру, и люди поехали к нам. Но я делал анализ, давайте подумаем, с другой стороны медали, что происходило в Турции в этот период, что для них было отсутствие туристов в этот период. Вся страна была парализована, потому что это была для них главная отрасль, и они сделали абсолютно все, чтобы вернуть эту отрасль, этот шлагбаум туристический, который был закрыт. Я тоже это привожу в пример всегда, когда Путин и Эрдоган встретились в Стамбуле по поводу открытия туристического шлагбаума, так называемого. Министр экономики Турции сказал так: русские нам несут свою культуру, мы их будем носить на руках, и ни с одного из них не упадет волос. Вот что для них является туризм.
Подходы определенные. Я в продолжении просто этой темы, извините, Анжела. А что, ну, про Турцию вы рассказали, а что делать на сегодняшний день Абхазия, чтобы увеличить вот это количество Я вам туристов? скажу, что мы делаем. Это наша главная задача. Вы, наверное, читали закон о туристской деятельности, продвижение нашего национального туристического продукта, который мы продвигаем на туристических выставках. В этом году мы были на международной туристической выставке, о которой я говорил, это в Москве, но мы еще побывали, наши представители побывали на Урале. Вот. Мы решили, что будет полезно ездить по периферии, в регионы. Вот. Что мы еще делаем? Мы обязательно приглашаем наших туроператоров, с кем мы имеем контакты. Слышали, наверное, про такое, как рекламные информационные туры. Они приезжают к нам, заранее смотрят наши объекты размещения, объекты экскурсионного показа. И вот у нас побывало уже десяток таких туроператоров, которые своими глазами увидели те места, куда будут отправлять дальше своих клиентов, туристов. И в этом плане я хочу подчеркнуть один момент, что они все приезжают к нам вот такой весенний период, когда мы не очень-то и готовы все, потому что только-только начинается вот подготовка. Вот. Но мы находим контакты с ними, и здесь существует один такой очень важный момент. Мы выстраиваем отношения между теми, кто присылает туристов и кто их принимает. И тут должно быть такое исключительное доверие друг к другу, потому что вы знаете в последнее время те события, о тех событиях, которые были в прошлом году. То есть турист, который ехал к нам, он как бы немножечко разволновался, связано это было с субъективными причинами, объективными. Там было и убийство, и взрывы, и были у нас падения на самолете. Вот. И помимо этого, вот у нас во время встречи в Москве с руководством Ростуризма мне довелось увидеть вот наш досье. Я сидел напротив, и на первой странице было все вот, связанное с безопасностью, которая, вот, на что они акцентируют внимание. А эти данные они берут, естественно, у своих туроператоров, которым, в свою очередь, жалуются туристы. Спасибо за ответ, Анжела. Да, тоже вот продолжение темы о привлечении туристов в Абхазию. Что нового мы в этом году можем предложить туристам? Какие новинки? И скажите, пожалуйста, какие цены у нас на отдых? Они повысились или понизились, или остались на уровне прошлого года? Да, я скажу вот что насчет цен. Конечно, после того бума, который был по предыдущие 2 года, 15-16 год, цены взлетели. Вот. Я вот в связи с этим вот что хочу сказать. Сейчас они, конечно, нормализовались, люди поняли, что цены должны быть на уровне. Сегодня существует большая конкуренция, и когда я говорю слово «конкуренция», все должны понимать, что это конкуренция на тысячи лет. Она никогда не изменится, потому что рядом с нами наши конкуренты, это и Сочи, и Крым, и та же Турция. И мало кто знает, что вот я сейчас объявлю вам цифры. Сегодня, на сегодняшний день в объектах размещения, где организованные туристы, у нас до 25 тысяч мест. Ну, в старые времена говорили койки. Только в Олимпийском парке 35 тысяч мест. Только на Красной Поляне до 45 тысяч коек. Можете представить, какая сумасшедшая конкуренция. И наши ательеры, наши турфирмы, эти цифры уже, они правильно поступили, подготовились к этому, и где-то зимой уже выставили свои прайсы, свои цифры.
Это очень важный момент. И ваш второй ценами, ну а вот да, по поводу сервиса, да. Да, и вы задали второй вопрос, что Новинки. да, новинки, к сожалению, я констатирую, как есть, какие-то новинки. Новые новинки, это, конечно же, наши, вы имеете в виду наши новые экскурсионные, возможно, направления. У нас, да, ну, если есть какие-то развлечения новые, это по регионам, в районах вы знали бы. Но наша задача развивать вот, новые туристические маршруты. И у нас сегодня в Абхазии 22 экскурсионных маршрута. Я вам потом покажу, я привез с собой. Сегодня мы имеем, значит, по каждому району, чтобы вы убедились в этом, экскурсионные маршруты. Единственный в этом году мы, вот в прошлом году, может, вы не в курсе, мы включили, значит, Кварчал, там Кармарские водопады, и мы имели возможность посетить вот, радоновые источники. То есть и в этом году Галское водохранилище мы уже имеем в разработке, тоже могу вам показать. То есть у нас очень много еще как бы старых новых маршрутов, которые надо будет открывать снова. Для того, чтобы открывать эти маршруты, возможно, они заросшие, возможно, там необходимо проложить тропу заново и так далее, и так далее. Для этого нужны, естественно, финансовые средства. Я думаю, что потихоньку и постепенно мы к этому придем, так или иначе. Если мы сами не захотим это сделать, нас заставит, как говорится, рынок заставит нас это сделать, что мы должны зарабатывать. Люди должны зарабатывать. Рано или поздно это... А насколько пользуется успехом вот Восточной Абхазии на примере прошлогоднего открытия? Я вам могу сказать так, что однозначно это то, что я своими глазами видел, и те, которые посещают, Восточная Абхазия будет пользоваться, я подчеркиваю, будет пользоваться не менее таким авторитетом, популярностью, чем Западная Абхазия. Но дело в том, что я могу детализировать, так как работаю в Министерстве по туризму, то, о чем вы не знаете. Вот когда вы, наверное, видели в Сочи или в Адлере стенды, где экскурсионные маршруты по Абхазии. Вот там, значит, и первое идет наименование, а второе продолжительность слова, продолжительность. И вот вы представляете, там написано продолжительность 12-14 часов на всю экскурсию. Вот занимает столько времени. Поэтому в туризме существует такая фразеология, как определение, как усталость. Поэтому вот эти однодневные экскурсанты, которых мы возим по кольцу на Рицу, в Афон, ну и иногда заезжаем по прямой в Сухум, занимает столько времени. Проблема, конечно, в транспортной логистике. Вы, наверное, много раз слышали про открытие аэропорта и так далее, и так далее. Но я считаю, что если мы будем развивать столицу по всем направлениям, не только вот, пляжный туризм, там, я имею в виду, возможно, что-то такое культурно-развлекательное, возможно, какие-то аквапарки и так далее, чтобы как бы центр сместился в столицу сюда, возможно, отсюда будет легче уже, чтобы работало в этом направлении. Я одну секунду скажу, это даже, почему эти единичные случаи не играют какой-то особой роли там. Для того, чтобы был интерес, для того, чтобы заработать деньги, туда должно определенное количество людей ездить, чтобы заработать на этом деньги. Еще раз на этом, может быть, акцентирую внимание. Вот такой у меня. Вот насчет водохранилища, Гали, хотел спросить. Этот маршрут уже включен в список? Да, этот маршрут уже нас ездят туда? Нет, еще не ездили, он у нас есть. Тоже вам покажу. Когда начнут? Вот его можно уже начинать. Он исследован на безопасность. У нас есть отдел, который это обследует. Да, это тоже далеко, но мы должны показать информационно, даже вот в буклетах. У нас это здесь есть, и я вам потом, наверное, смогу показать.
А там очень красиво само водохранилище, там есть такие полуострова, острова и так далее. Ну, природное такое направление. Да и сам ГЭС, который когда-то пользовался популярностью, там была гостиница, могли приехать люди и остаться там до следующего дня, увидеть сам ГЭС, сами вот эти машинные отделения и так далее, если кому это интересно. Получается, восточная часть, она в основном интересна такого рода объектами, там вот Хорчал — это горы, например, да? Да, природными. А также, например, прибрежная зона, ну вот города Очимчира, вот, есть какие-либо тоже подвижки в этом плане вообще? Да. Я еще раз говорю, великолепная зона. Мы были недавно в Очимчирах. Мы ездим в ту сторону, смотрим на наши объекты, обращаем внимание на какие-то проблемы, которые в тех направлениях, вы знаете, там есть и источники, и у нас там есть и пещеры атапские, вы знаете, в курсе. Очень чисто в Очимчирах, в городе очень чисто. Красиво, и набережная, вот эта зона, когда приедешь. Опять-таки, вот даже пляжный туризм заезжает, но очень мало, только из-за вот отдаленности. Вот, к примеру, если бы туристы отдыхали бы в той же Очимчире, например, им не тяжело было бы добираться до тех отдаленных пунктов, о которых вы выше говорили. Да. Может быть, существует какая-то программа, или вы думаете над программой, чтобы вот привлечь именно в этот город туристов? Знаете как, я вам еще раз, я все время на этом акцентируюсь. Конечно, мы думаем, конечно, мы смотрим. Первое, что я сделал, когда пришел на работу, я где-то вот в недрах одного министерства нашел все вот эти 6 томов концепции социально-экономического развития, которые вот работали ученые над этими. И я выделил себе, ксерокопировал то, что касается туризма, туристической отрасли. И, естественно, там я увидел о том, как должны развиваться. И все готово, абсолютно все готово. Единственное, чего я не увидел, но говорят, оно есть где-то, я не увидел схемы территориального планирования, самое главное, где, в каком регионе, что надо планировать, что надо строить для тех инвесторов, которые приедут. Ну, а так я еще раз, возможно, повторюсь уже который раз, в условиях рыночной экономики, вот все, что связано с новым строительством, со строительством объектов, туристического направления, гостиниц, возможно, каких-то аквапарков и так далее, это все делает частный бизнес. Частному бизнесу легче договариваться, а государство, город или в лице муниципалитета, их главная задача обеспечить их инфраструктурно, чтобы где-то можно было подключиться и, возможно, работать. Это все, вот, я думаю, дело времени, и все равно к этому придет. Мы должны поменять отношение все к туризму, от мала до велика, поменять отношение тем, что здесь должно быть безопасно. И безопасно не только там, в плане милиции, безопасно по всем направлениям, там, где люди питаются, и там, где люди, это живые люди к нам приезжают, если, допустим, надо будет обратиться в здравоохранение, или же это работа госстандарта, или же это санэпидемстанция. Это все называется блок безопасности, на который мы должны сакцентировать внимание. Если мы не решим эту проблему, ни одну другую задачу, ни одну другую проблему мы решить не сможем. В свете предстоящего чемпионата мира по футболу, какие проблемы нас ожидают? Как будут перемещаться автобусы с экскурсионные автобусы? Да, опять-таки хороший вопрос, кстати говоря. Ну вот, к сожалению, мой заместитель сегодня на приеме принимает ГОСы профильных факультетов, вот, он этим как раз занимался. Где-то буквально 1,5 месяца назад, значит, мы знали уже о том, что
есть указ, мы нашли это в интернете, указ президента Путина об ограничениях, связанных с чемпионатом мира, связанных с безопасностью. Так как он это курирует, поручил ему заняться этим и сделать все возможное, чтобы дать полную информацию о том, как надо действовать. Получили все материалы и потом стали готовиться к этому. Все были информированы о действиях. Там главная проблема состояла в том, чтобы оснастить наши автобусы бортовыми устройствами типа ГЛОНАСС. Но наши перевозчики, не резиденты России, будут оснащены бортовыми устройствами Платон. эта работа уже провелась, то есть вся эта процедура уже сделана. И на сегодняшний день, насколько я знаю, около 85 перевозчиков, автобусов и микроавтобусов готовы к перевозкам. Эта работа проводилась совместно с транспортным управлением, были подключены к этому и правительство, и президенты. Так что будем ожидать, что на нас это не повлияет, то есть это все уже готово и будет работать. Это был важный момент, кстати говоря. Гости чемпионата планируют сюда приехать на экскурсию? Что-то вам уже известно? Да, гости чемпионата, конечно, я думаю, будут планировать приехать сюда, и это мое предположение. Почему? Потому что будет 6 матчей. 6 матчей, это значит, представители 12 стран мира будут находиться в приграничной зоне, полосе, в Олимпстрое, в Олимпийском парке. И я думаю, что захотят повидать Абхазию. И я думаю, что мы должны быть к этому готовы. Вчера на совещании, которое вел президент страны, все эти вопросы оговаривались о том, как навести порядок на границе, то есть оборудовать там видеокамерами и так далее, и так далее. То есть какая-то определенная работа ведется, и мы думаем, что такой момент, который вы озвучили, вполне вероятно, что будет. А вот эти 80... Естественно, все эти машины, вы можете себе представить, да, что это такой чемпионат мира, и какой уровень, какая степень безопасности во время проведения. Все эти автобусы, микроавтобусы, все там как бы на высоком уровне, техническое состояние. Там будет все на уровне высокой степени. Это частные? Это и частные, и государственные. И те, кто работал в этом направлении, они получили разрешение и будут работать. То есть работа не будет остановлена. Конечно, там будут свои какие-то определенные нюансы, досмотр и так далее, но это вы должны понимать, что такое самый большой спортивный футбольный форум и меры безопасности, которые они будут предпринимать. А вот еще в последнее время какие-то ложные там сайты, которые продают путевки. Да. Вот что с этим там делать? Черный пиар. Конечно, это влияет на наш имидж, когда кто-то говорит, что вот про Абхазию, значит, кто-то был обманут и не смог поехать, но на самом деле это интернет-мошенники, которые придумывают, создают, вернее, параллельные сайты и выставляют наши телефоны абхазских операторов, Аквафон или Амобайл. И потом это рассчитано на простачков, ну так вы знаете, как их называют, и ловятся они на вот этих 30% скидках или 20% скидках. И их количество, наверное, не уменьшается. Это было и в прошлом, и сейчас это есть, и в будущем, наверное, будет. Но мы должны тоже не снимать с себя эту ответственность и работать. Мы завтра будем проводить совещание с ассоциацией ательеров. Буквально вчера на совещании у президента были даны поручения нашим
правоохранительным органам определить эти номера, которые были куплены, скорее всего, в Абхазии, и вести какую-то работу. Кстати говоря, я предвидел этот вопрос, вот я могу даже прочитать вот то, что пишет одна из пострадавших. Вот мы вчера с мужем ходили в полицию и написали заявление по факту мошенничества. Но нам сразу сказали, что надеяться не на что. И дальше они просят очень, чтобы мы как-то их тут приняли. И вот тех, кто действительно обратился в полицию и был обманут каким-то вот таким образом, мы вот уже говорим, договариваемся о том, что их как-то помочь им, и чтобы они вот какое-то определенное время бесплатно. Это тоже влияет на наш имидж, и мы должны понимать, с чего начал, с того и закончу, мы должны понимать, что мы находимся не просто в конкурентной среде, а в очень жесткой конкурентной среде, где против нас будут работать по разным направлениям. Если вот самый минимум посчитать, если вот таким образом у нас отнимут всего лишь 50 тысяч туристов, это в переводе на деньги около миллиарда рублей. Потому что каждый турист сюда привозит на отдых от 15 до 20 тысяч рублей и ее тратит в Абхазии. Все-таки хотелось бы уточнить, те люди, которые пострадали от действия этих мошенников, вы готовы компенсировать им затраты, потери, вот именно Министерство по курортам и туризму Абхазии, или как это будет происходить? Нет, еще раз говорю, если мы безоглядно к этому возьмем на себя эту ответственность, то получится, что мы как бы берем на себя вину. Так тоже делать нельзя. Почему? Потому что не мы в этом виноваты, это вот ихняя такая нерасторопность или ихняя, не знаю, жадность, что там повлияло, я не знаю, но отчасти мы рассматриваем вот тех, я повторюсь, те, кто обратился в полицию у себя, представил документы, наверное, мы для сохранения своего имиджа и отношения к этим людям, потому что здесь пишут, что вот моя дочка больная, я хотел ее вывести на море и так далее, и так далее. Мы эти все вопросы будем рассматривать и, естественно, просить отели, чтобы они их приняли на свой пансион. Спасибо вам большое, Автандил Зефикович. Спасибо, дорогие коллеги. Очень надеюсь, что туристический сезон в этом году пройдет успешно, удачно. Спасибо большое, коллеги, еще раз. Хатырская телехопшца Бриала ехепе пресс-конференция Хыркшоп и табупи хахопшуаза зиге яйва авиашанза абзерас.